инфекционном отделении проводится ремонт. Мы 2 палаты сделали уже, усилиями нашего медперсонала. Хочу их сразу поблагодарить, они у меня очень умницы. Работали все санитарки, начиная с буфетчицы и кончая старшей медсестрой. Выделили средства нам администрация больницы. Вот 2 палаты мы закончили. Условия хорошие. Больные говорят, что лучше, чем было. И я надеюсь, что остальные палаты тоже сделаем. Ждем помощи от исполкома. Может, появится какой-то спонсор, захочет нам помочь, пожалуйста. Мы будем очень рады, благодарны вам. Я хочу, чтобы мои инфекционные больные проводили свои курсы лечения в хороших условиях. Больница нам выделила, но небольшие средства. Мы на эти средства приобрели строительные материалы и решили совместно с медперсоналом, что мы сколько сможем, сколько у нас сил хватит, мы будем сами делать ремонт пока. Может, чем-то помогут, уже будут средства, будем уже, может, привлекать строительную организацию, которая сможет нам сделать более качественный ремонт, потому что вы понимаете, что мой медперсонал не имеет строительного образования, поэтому мы своими силами, как смогли, сделали 2 палаты. Более 20 лет не проводился ремонт. С момента, как здание было построено, сдано в эксплуатацию, с тех пор ремонт не проводился. Ремонт начался в конце сентября. Начато финансирование с средств больницы, то есть финансовые средства больницы выделены были, конечно, в небольшом количестве, но было закуплено первичные средства для шпаклевки, для всего, то есть для проведения таких грунтовочных работ, я не знаю, как правильно выразиться. Предполагается также финансирование со стороны исполкома. Насколько я информирован, есть спонсоры, которые желают помочь, то есть этому отделению вложить деньги для того, чтобы условия, в которых люди получают лечение, соответствовали человеческим. В ходе ремонта запланировано сделать ремонтные работы во всех палатах, во всем отделении, во всех медицинских манипуляционных кабинетах. Это не только, чтобы люди правильно понимали, это работа не только штукатурка, шпаклевка, потолки, освещение. Это еще и санузлы, это глобальная работа по, скажем так, восстановлению нормальной канализации, водопроводов. То есть больше 20 лет не было уделено никакого внимания всей этой системе, всей инфраструктуре этого здания. Соответственно, это все пришло в упадок, и это требует достаточно больших средств. Этот ремонт проводится силами отделения, то есть работают санитарочки, медсестры, работают на том уровне, на котором они умеют работать, то есть работают не профессионалы, они работают не только в свободное от своей работы время, но и во время рабочих часов, когда есть свободное время. То есть это достаточно долго, сами понимаете. Были бы профессионалы, которые все это умеют делать, я думаю, что в пределах 2-3 месяцев ремонт бы закончился. Но так непредсказуемо, когда закончится.